Мы сейчас здесь находимся в северной церкви, северной галерее храма. Это тоже... Мы были здесь за стеной, да, сейчас? Да, это главное помещение, это главный зал этого храма, этого комплекса. Это северный предел. Ну, начиная с 2007 года мы здесь проводим исследования, раскопки. И нашими исследованиями установлено, что под этим архитектурным комплексом, под этим строением находилось еще одно древнее строение, подтверждением чему является открытая апсида. Это апсида, то есть алтарная часть более древнего храма. Вот видим эту кладку. На эту кладку позже наслоилась другая кладка. Но весь момент, интересный момент состоит в том, что по мнению ученых, архитекторов, археологов, искусствоведов, вот эта часть старая, вот эта часть вместе с этим комплексом всем датируется концом 10-го, начало 11-го. Ну, большинство датирует концом 10-го. Тогда мы можем говорить, что апсиду, которую мы открыли под этой апсидой, она еще более древнего века. То есть можно предполагать, что раньше, еще раньше здесь стоял храм или какое-то строение, да? Под этим храмом стоял еще один древний храм. То есть он был настроен, может быть, разрушен, еще то, что мы сейчас видим, полностью то, что мы сейчас видим, построено на развалинах предыдущего другого храма, да? Да, более раннего храма. Подтверждением тому как раз открытая вот эта апсида. Тут даже облицовка, то есть даже штукатурка разная. Видите, розовая штукатурка на позднем храме и апсиде. В общем, видишь, розовая. А здесь белая, совсем белая, без каких-либо добавок цветовых и других каких-нибудь оттенков. Это уже чистый белый. И вот насколько глубоко она, апсида вот эта? Эта апсида, она от нуля, нивелировочной самой отметкой, которая пробита здесь реставраторами, на уровне 160 сантиметров. А вот скажем, от так называемого старого? От старой, тут около 70-80 сантиметров. Глубь, да? То есть да, еще глубь. Верхний самый. Это значительно. Здесь мы наблюдаем известковый пол, но сейчас мы его прикрыли, чтобы не пачкать. Вот фрагмент этого пола, да? только позднее строение. Вот, он выложен из белого известняка, чисто известковый пол. Он был разрушен в разное время, скорее всего, какими-нибудь грабителями, какими-нибудь людьми, которые производили здесь свои какие-то несанкционированные работы. Даже совершенно четко видны шурфовки, видите, граница идет. Вот более такой рыхлый слой, вот, а это твердый уже слой. Идет граница перекопа. Вот эта часть была перекопана. В общем, со временем. А как эта часть могла быть перекопана, если у нас скажем, более раннего периода апсиды стоят? Смотрите, следы перекопа, тот, кто копал здесь, имеется в виду, может быть, 100 лет назад, может 200, неизвестно, он разрушил апсиду. То есть, это мы обнаружили новую, конечно, да? Видишь, ровная дуга идет, и тот, кто здесь копал, она обрывается, да? апсиду. Да. Здесь она обрывает, да, видно. Совершенно правильно. Вот фрагменты древней стены апсиды. А это уже поздние. Видите, камни заходят за эту кладку. Мелкие такие камни, ровные, прямоугольные, заходят за крупные вот эти вот камни. То есть сверху наслаиваются. Совершенно правильно. Это поздняя перестройка и надстройка над существующим храмом. Видите? Видишь, кладка. А эти камни заходят за эту кладку. Не могло быть так, что это как бы двойная кладка сразу? Нет, да? Нет, таких примеров строительства христианских церквей нет. А вот эта вот стена, она может обвалиться, почему она так прогнулась? Нет, понимаете, это следы на работу строить не реставраторов, это не современные строители, это позднесредневековые строители. Они просто сделали кладку, видите, на старой, даже отсюда можно посмотреть. Да, видно, старый совсем по-другому. Да. Видишь, вот эти плиты верхние, хаотичные они просто камни положили на них и сделали кладку. Поэтому создается вид, что есть какая-то пробоина. Понял. И мы видим совершенно четкий уровень реставраторских работ. Это уже какой век? Это 69-е, 70-е годы. Это уже вот сейчас, да? Да. Это новое время реставрирование. Да. В 1969-70 году здесь производились реставрационные работы. И эти реставраторы подняли эту стену до той отметки, которую мы сейчас видим. Шов
реставрация как бы совершенно видно. Вот это шов. Вот, видите? Вот, плавно, плавно. Вот идет этот шов. Понял. Все.